участвуют не только те, которые мы сами создали, но и те, которые есть вообще на сегодняшний день. То есть это активная такая страничка, которая постоянно каждый день обновляется. Словари, мультимедиа программа, мультики на каком языке, аудио, видео, телевидение, газеты, Википедия на этих языках. Так, новый у нас ресурс — это онлайн-домен, это наша местная вики-страничка. То есть не Википедия, но вики-страница, которая аккумулирует в себе все, что мы создали, и все, что есть. Ну, опять же, на основе вики-технологий. Так, кроме того, здесь есть библиотечные ресурсы министерских ведомств, сайты коми-школ. И что самое важное, личные сайты учителей коми-языка. Они открытые, и они то есть они постепенно обновляются, и тут люди уже между собой начинают общаться. Так, я очень горжусь тем, что благодаря нашим разработкам стало возможно создание блогов на коми-языке, которые сейчас очень активно создаются молодыми людьми. Видите, достаточно их много. Так, ВКонтакте коми-группы и другие. Так, сервированную на китайском языке и так далее. Так, ну я сегодня бы хотела вам показать в большей степени те разработки, которые у нас, которые я считаю самыми мощными на сегодняшний день, и не только у нас в республике, но и вообще в финно-угорском мире. Я имею в виду Россию прежде всего. Да? Так. Но словари и так далее я не буду сегодня показывать. Я хочу сегодня вам показать, во-первых, библиотеку на коми-языке. Коми онлайн не богоим. Так, причем это для коми-пермяков отдельно идет и для комиков. То есть мы охватываем сразу две традиции. Как известно, у коми есть, сейчас подразделяют на коми-зырян и на коми-пермяков. Да? Мы считаем и показываем это, что в принципе это один народ, который очень близко по языку и по другим параметрам. И они должны знать культуру, искусство и язык друг друга. Так. Выглядит это в таком виде, то есть мы заходим, так, ну, например, поэзию, и можно читать здесь любое произведение. Вот здесь там, в принципе, у нас все произведения, которые выставлены, так, или можно искать по какому-то определенному произведению, жанру или автору. Так, и, ну, например, выходит это вот таким образом. Так, возможность есть, то есть таким образом читать, так, узнать информацию об авторе полностью. Так, можно читать побольше. Так, где было опубликовано и так далее. Так. Или переводы на коми-язык из других языков. Причем тут абсолютно разные. Ну, давайте возьмем вот это. Так. Перевел Илья Василий Ильич Уткин и перевел стихотворение Шандера Петки. И здесь у нас тоже есть возможность узнать, кто он такой. Достаточно очень интересной информации есть, да. Петр Фишандер, оказывается, он Александр Петрович изначально. Так. Ну и можно читать сам оригинальный текст, сравнивая с коми-версией. И на самом деле вот здесь в переводах очень много у нас переводов с разных языков, с русского, с английского, с немецкого, с финского и так далее. То есть, в принципе,
принципе, можно узнать. Да? Ну, например, Гёте. Потому что немножко у меня съехало здесь. На самом деле, почему-то не очень корректно отображается. Так. Ну, вот это оригинальный текст. То есть достаточно, этот ресурс можно использовать и при изучении языка, как параллельные тексты. Онлайн-библиотека. Так. Вот сюда заходите, да, вот это начальная страница, проза, поэзия, драма, переводы и другое. Вот в другом это по всем направлениям деятельности. А другое это где у нас? Вот Ну-ка. Вот мы с вами изучим заодно язык. Но на самом деле очень любопытно, очень интересно и очень познавательно. Так, вот очень коротко, да, и здесь еще есть возможность подключения аудио. Вот. И на сегодняшний день у нас есть договоренность, например, с Юрганом, что в этом году мы начнем озвучивать поэзию. Где-то же уже были примеры. Да, поэзия была. Сейчас я просто покажу, если она у меня пойдет. Сейчас. Поэзия. Начнем с релаксации. Из наших главных разработок это национальный корпус языка. Букву М, наверное, пропустили. Да, да, да. Национальный корпус. Илья Иванович в плане стоит у вас показывать национальный корпус русского языка и как с ними работать. На сегодняшний день у нас в республике тоже есть корпус свой языка. К концу этого года объем этого корпуса должен быть 40 миллионов слов употребления. Что это значит? Это значит, что из этого массива слов можно найти любое слово, которое вам интересно. И если у вас нет раскладки, скажем, как по клавиатуре, можно это в онлайн вести. Вот так. Ну, например, возьмем слово «ю». Можно все комбинации, то есть выбрать тут, что хотите, и поиск по всему корпусу. Или тут опять же есть различные у нас подкорпуса, что позволяет и в методическом, и в научном плане разные выборки делать. И поиск достаточно быстро осуществляется. Буквально мы сейчас с вами увидим. Так, на сегодняшний день словоупотреблений 30 миллионов, видите, сколько. И данное слово употребляется вот столько раз. Если на том ресурсе представлен в национальном корпусе языка, а почему не идет?
какой-то сбой. Тут у нас выложено видео, причем английском. Например, вы выбираете русский, они разговаривают на каком языке, у вас сразу перевод идет. Субтитры. А тут даже одновременно несколько получается. Нет, должно быть одновременно. По-русски, английский. Одновременно не получается. Но одновременно и у вас Там же получается. субтитры только идут, да? Ну, идут видео. Вот. В принципе, здесь они должны отображаться. Да. Это вот здесь идет, и здесь дальше идет тоже. Точно идет загрузка. Ну, давайте вот это. Послушаем, как наши бабушки поют. Можно звук громче сделать. А здесь уже Нет, там да, где-то через эскейп. это у них идет время приготовления. У меня в лаборатории 5 человек и в бюро 5 человек. Побольше стало. Ну, да, стало побольше, ну, потому что, скажем так, масштаб увеличивается, да, и очень много задач, которые мы перед собой ставим. Молодцы. Коллеги, у них вот многие ресурсы, Марина Серафимовна не сказала, есть уже готовые продукты в приложении. То есть вы можете на телефон, например, загрузить словарь коми, раскладку коми и так далее. Она про это не сказала, но это вот работа, которая текущая, сразу же с выходом на готовые приложения для мобильных устройств, это тоже отдельное направление. Не говоря уже о том, какая работа проводится по оцифровке, по работе с авторами всех вот этих изданий, потому что тут и авторские права еще вмешиваются достаточно серьезно. Очень большая, серьезная работа проводится. А сама разметка, требующая разбора всего текста, который оцифрован, да еще с учетом того, что они поддерживают несколько языков, и пермяцкий, и зырянский языки. В общем, работа исключительно большая такая. Ну и коллектив там, молодежь. Да. Коллектив, я самая старая. Можно вопрос все-таки? Да. Вопрос как к филологу. Вот зачем с точки зрения, ну вот вы мне объясните, не филологу, нужно поддерживать малочисленные и умирающие языки? Я думаю, что, знаете, не только малочисленные или умирающие, как вы говорите, языки нужно поддерживать все языки. Абсолютно. Ну, скажите, зачем? Во-первых, каждый язык это своя культура, свой менталитет, свое познание действительности. Не зря говорится, сколько мы языков знаем, столько раз человек это новый человек, да? Потому что именно в языке содержится весь код культуры, который до нас, до наших времен уже наши предки передали. И если мы это не передадим, если мы скажем, да, мой язык умирает, все, я больше ничего не буду, на мой век хватит и все, это я не хочу быть последним, кто что-то закрывает. Или кто ставит на чем-то крест. Потому что где-то статистику видел, есть языки, которые знают 20 человек.
если о них память останется, даже если вот, больше никто не будет говорить на этом, но память об этом останется, какой-то след в истории человечества, это будет очень хорошо уже. Мы же все люди сами по себе даже умираем, хотим, чтобы после нас помнили, в конце концов, да ведь? Так же народ, так же и лес. Так, Это уже философство. есть еще вопросы? Давайте поблагодарим Алину. Спасибо.